более 20 причин, которые выведены непосредственно из изречений нашего любимого пророка, саллаллаху алейхиссалям, которые приводят к нужде и бедности. Первая причина здесь описывается, она касается мужчин, справлять малую нужду стоя. Это первая причина, которая приводит к бедности. Вторая причина касается уже обоих полов. В состоянии джунуб, что означает после интимной близости, когда нет, не совершив полное ритуальное омовение, принимать пищу. То есть кушать без гусуля, без полного омовения, приводит также к бедности. Третья причина – это наступать на крошки хлеба. Часто бывает, когда есть маленькие дети, и трудно углядеть, без уборки человек наступает на хлеб, это тоже приводит к бедности. Следующая причина – опережать ученых. То есть идет ученый, религиозный ученый, и идти впереди него. Это тоже приводит к нужде. Следующая причина – это обращение к отцу и матери по имени. Непосредственно по имени. Например, отца зовут Абдулла, и ты говоришь: «Эй, Абдулла», то есть зовешь его. Данная форма, она как бы указывает на неуважение по отношению к своему родителю. Другая причина, она сегодня очень много проявляется, это ковыряться в зубах, чем попало. То есть не специальной ниткой, не зубочисткой, а, например, увидел какую-то бумажку, визитку, там, спичку, то есть все, что угодно, все, что попадает под руки, ковыряться этим в зубах. Также о том, о чем мы говорили, зашивать одежду на себе. Например, пуговицы, что-то порвалось, и не снимая, например, пиджака, человек начинает шить на самом себе. Когда разводится много пауков дома, то есть везде дома, скажем, паутины, человек это не убирает, как бы они размножаются. То есть в других странах вы можете увидеть, если будете путешествовать, в мечетях, где есть большой купол, иногда висит что-то похожее на яйцо. И на самом деле это страусиное яйцо, подвешено в сеточку, что, оказывается, если есть страусиное яйцо в доме, пауки не заводятся. То есть и в таких мечетях тоже больших это вы сможете увидеть. Делать плохое дуа, плохую молитву за своих родителей. Бывает, человек злится на них, или проклинает, или что-то плохое просит для них, это тоже приводит этого человека к бедности. В данном случае то, что мы перечисляем, это все известно из хадисов, из речений пророка. То есть наш народ, если копать любой обычай, в основном большинство наших обычаев зиждется на шариате, на сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям. Например, если вспомнить такой обычай у татар, то есть в старых книгах как-то пришлось встречать, что когда дочку отдавали замуж, то первые 3 месяца не разрешали ей приходить, даже если это в одной деревне, без мужа домой. Например, что-то забыла, какую-то вещь, чтобы они хотя бы первые 3 месяца показали, что они вместе, что они дружные. Ислам призывает к этому. Следующая причина бедности, 23-я причина, всего их 24, это делать что-то, не упоминая Аллаха. То есть не говоря бисмилля, заходя домой, не восхваляя его. То есть любое дело, если человек начинается без бисмилля, то есть изначально в нем нет бараката, нет изобилия. И последняя причина, она в основном касается мужчин, ну и некоторых женщин, одевать штаны стоя. Одевать штаны стоя. То есть как следует по сунне. То есть вы сидите на стуле, например, сидите на диване и одеваете ее сидя. Вот это все причины. Спасибо огромное, Камиль Хазрат, за интересный ответ. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.